Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. О том, как развиваться аграрной науке, на ее роли в сельхозпроизводстве, о том, какие региональные стратегии нужны для агропромышленного комплекса, обсуждают ученые на проходящей в эти дни в Якутске 22-й международной научно-практической конференции под названием «Аграрная наука сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Китая и Болгарии». И гость нашей студии – это известный российский ученый, научный руководитель Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, академик, профессор Александр Донченко. Александр Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, название научно-практической конференции, которая проходит в Якутске, объединяет сразу несколько стран, казалось бы, территориально никак между собой не связанных. Это Россия, которая представляет Сибирь, это Монголия, Казахстан, Беларусь, Китай и Болгария. С чем связана эта географическая ситуация? Если просто, так сказать, отвлеченно сказать, то вроде бы не связано. Но Монголия мы связаны территориально. И впервые, значит, 23 года тому назад, впервые вот мы две страны объединились, ученые двух стран объединились. Почему? Потому что в Монголии используются наши сорта и зерновых, и овощевых культур, завезен скот отсюда. Вот. И сегодня мы Монголии, значит, Монголии помогаем с почвообрабатывающей техникой. Вот. И это все заинтересовало монгольскую сторону на уровне правительства. И они, значит, откликнулись на наше предложение, и мы вот впервые стали вместе контактировать с ними. Потом сюда пришли вот остальные страны. Если Казахстан, это тоже граничащая, это наша сегодняшняя, одна из дружеских стран. Тем более я многие годы отработал в Казахстане, хотя родился в Чите, и я сибиряк коренной. Вот, и хочу сказать, что сегодня, вот последние годы, сельское хозяйство очень активно развивается, большие вложения еще во времена Назарбаева. И животноводство там совсем по другому пути идет, чем у нас. Практически скот находится у владельцев животных. Мы же сегодня наоборот, так сказать, животноводство начинаем, и не только животноводство, начинаем укрупнять. Вот в этом отношении нас беспокоит и взаимное перезаражение, значит, животных различными болезнями. Границы открыты, что там говорить. Вместе мы делаем с ними вакцины, сыворотки, ветпрепараты. Если взять сегодня Китай с нами стал контактировать. Кстати, они вначале контактировали вот с Аялой Ивановичем, значит, Степановым. Жаль, что среди нас его сегодня нет. Сегодня мы побывали на его могиле. Вот это очень талантливый был человек. И я был здесь на совещании, я увидел, как они контактируют, Яниск. И мы договорились, сейчас сегодня провинция Хэнлюзянь к нам, и они сегодня здесь. Нас тоже интересует там и животноводство, и, значит, растениеводство, и их интересует, вот как мы в этом плане работаем. Если взять, ну, Софию, значит, Болгарию, вроде бы и далеко, но когда они к нам приехали и посмотрели, как развивается наше сельскохозяйственное животноводство и растениеводство, мы поехали к ним. Нас заинтересовали, они просто удивились, говорят, ну что у вас за подсолнечник? И привезли нам вот ну, большущие свои семена, большущие семена, и которые дают достаточно много вот масла. Нас это заинтересовало, мы с ними работаем. Виноградарство там, ну вы знаете, вот мы стали с ними тоже работать. Сегодня в Алтайском крае, пожалуйста, развивается виноградарство и даже свои, так сказать, сорта, значит, вина делают. Вот этот нас очень вопрос. Белоруссия, тут и техника, и я раза 4 встречался и с руководством Беларуси, в том числе и с Лукашенко. Техника нас, особенно мини-техника нас интересует. Их интересует, как мы работаем с картофелем. Мы пришли к такому выводу, что надо расширяться и углублять наши исследования. В последнее время для нашей страны как никогда актуальна тема продовольственной безопасности России. Какую роль играет наука в обеспечении продовольственной независимости? Здесь понятно, что нужно
Вообще сельскохозяйственное производство, хоть и говорят, вот, но я говорю о Сибири, и вот о тех странах, о которых я говорю, но, что семеноводство, вот, различных культур у нас, в общем-то, мы обеспечены, начиная от трав и заканчивая, значит, пшеницей. У нас плохо дело, это мы упустили, значит, в свое время, не буду говорить, чтобы не дразнить этих самых. Пару культур мы упустили. Ну, сахарная свекла, допустим. Не занимались. Мы не занимались, хотя у нас сахарная свекловодческая продукция сегодня есть, в Алтае даже заводы есть и все остальное. А своих семян нет. Кукуруза. Беда, вот, оказывается, в свое время, вы понимаете, помните Никиту Сергеевича, вот завозили, а своего, так сказать, хороших семян нет, особенно для нас, для сибиряков, и мы, в общем-то, не можем сегодня получить хороший конечный продукт. Для животных, да. Вот остальное, в общем-то, у нас есть, и не надо по животноводству, да, ну что, мы начали завозить, значит, и молочное, и мясной скот. Ну и где он? В свое время, много лет тому назад, я один из тех людей, вот академик Солошенко, кстати, он здесь, Владимир Андреевич, мы писали и письма, и в газетах выступали, что этого делать нельзя. Вот в таком количестве завозить нельзя, потому что мы не готовы кормить, доить, содержать вот тех животных, которые находились в тех странах и пришли к нам. У нас нет такой возможности, потому что до этого мы везде все просмотрели, просовещались и увидели. Стали свои породы создавать. У нас своих пород вот в Сибири достаточно. Только надо расширять ареал вот, их применения. Если говорить, допустим, о Якутии, вот у нас ОПХ Покровская, я в свое время много раз там бывал, они выращивают и огурцы, и помидоры, и все, что хотите. Пожалуйста, берите и распространяйте. Но не получается. Видимо, надо субсидировать вот тех людей, которые хотят заниматься вот малые такие предприятия. Поэтому я думаю, что я считаю, что это больше надуманный вопрос. Вот я говорю о сельском хозяйственном производстве, чем вот нас пугает, может, за границей, что мы без нее не проживем. Ничего подобного. Проживем и будем жить хорошо. Ну, что касается современных научных разработок ученых, насколько они сейчас активно применяются и внедряются в аграрный сектор? Ну, если взять семеноводство наших сельскохозяйственных культур, то я уже сказал, практически мы сегодня в Сибири, вот в этих странах, мы практически имеем все свое. Если животноводство, такая ситуация. По машинам, да, здесь мы немножко отстаем, потому что те комбайны, которые у нас и в России, и, значит, в свое время здесь у нас выпускали мини вот, комбайны, которые надо нам. Вот здесь мы отстаем, и нам надо в этом отношении налаживать или свое производство, или теснее контактировать вот, с теми странами, которые не входят вот в тот вот ареал, где нам недоступно с ними работать. Ну, если говорить о нашей республике, то Якутия с резко континентальным климатом всегда считалась районом рискованного земледелия. Влияет ли процессы глобального потепления на развитие традиционных отраслей сельского хозяйства? Конечно. Но потепление идет. Мы по Гренландии видим, что там делается. Потепление идет, и ученые говорят, что это будет и дальше. Это зависит от многих, и в том числе от жизнедеятельности человека. Я думаю, что мы должны в этом отношении, у нас сейчас есть программа, над которой мы работаем, как, в общем-то, противостоять вот этим вот негативным природным явлениям. Ну, во-первых, то, что затапливаются, ну, у вас поменьше, а в тех областях посильнее, побольше, это хлебоносные участки. Во-вторых, значит, всякие инфекционные возбудители инфекционных болезней, они поднимают голову. Даже у вас здесь очень много, значит, сибири-язвенных очагов, которые зарыты еще в древности, зарыты были животные или где-то завалены. Если пойдет вода, то в этом плане можно и получить вот эту заразу. А сибирская язвенная бацилла антрацис, она поражает не только животных, но и человека. В этом отношении нам надо думать. Но если это
лето сегодня все-таки хорошо для сельскохозяйственных животных. Можно, значит, запастись достаточно большим количеством кормов. Здесь надо интенсивно в этом плане работать. Поэтому, я думаю, надо это все иметь в уме, но не надо расхолаживаться, а надо использовать это для того, чтобы все это пошло на пользу человека, на пользу нашего животноводства, растениеводства и садоводства. Спасибо. Александр Семенович, как, на ваш взгляд, можно наиболее эффективно использовать весь потенциал, имеющийся на данный момент в сельском хозяйстве? Что для этого нужно? Вы знаете, я вот недавно проводил такую беседу, тоже мне такой вопрос задали. Я хочу сказать, что у ученых очень много научных разработок. Они лежат не там где-то по углам, они на полках имеются. Многие из них осваиваются. Надо все-таки, чтобы сельскохозяйственная, так сказать, отрасль и руководство сельскохозяйственной отрасли, значит, имели эти разработки у себя. И через свои, так сказать, фаланги, я имею в виду районное руководство, они все-таки старались освоить эти разработки и предложить наравне с наукой, предложить для сельскохозяйственных, так сказать, наших руководители, те, которые конкретно занимаются сельским хозяйством. В этом отношении нам надо больше и жестче подходить и к тем людям, которые конкретно должны заниматься передачей наработок ученых конкретно товаропроизводителей. Здесь есть, как говорят, большое непаханное поле. Александр Семенович, я благодарю вас за очень интересную, увлекательную беседу и желаю вам плодотворной работы на конференции. И я в заключение хочу сказать просто свою благодарность Пармона Валентина Николаевича, Кашеварова Николая Ивановича, передать руководству Айсену Сергеевичу Николаеву и председателю правительства Владимиру Викторовичу Солодову. Большое спасибо, что они нас, так сказать, дали добро для того, чтобы провести эту конференцию. Я думаю, это сыграет достаточно положительную роль конкретно и и в научном плане, и на развитие товарного производства в вашей прекрасной республике. Мы будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На том, как развиваться аграрной науке, мы говорили с гостем студии. Это известный российский ученый, научный руководитель Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, академик, профессор Александр Донченко. До встречи в эфире.